За итальянским пенсионером Алтын Белекова ухаживает почти полгода. Так она зарабатывает на жизнь. Сейчас ей 66, и когда 10 лет назад она заявила, что уезжает в Европу, подруги посчитали ее идею безумной. Я приехала в 66 лет. Я очень рисковала. Мои подруги говорили мне: зачем ты едешь туда? Ну вот такой я рисковый человек. Сейчас я присматриваю за Альдо. Мне хорошо платят. На работу в Кыргызстане в таком возрасте меня бы не взяли. А сейчас я помогаю своим родственникам, и я очень довольна. В Италии у меня такие же права, как и у остальных. На отдых, на все. Со своим подопечным Альдо Алтын проводит почти все время. Гуляет с ним, водит по врачам и помогает по хозяйству. Сиделками в Италии работают многие мигранты из Кыргызстана. Наше образование здесь не годится, а другую работу не найти, потому что здесь тоже кризис. В основном мы смотрим за детьми, за стариками, иногда даже за собаками, убираем дома. В основном на такой работе. Но не только мы, но и украинцы, русские тоже работают в этих же сферах. Как и везде, кыргызстанцы в Италии работают в сфере услуг. По сравнению с более благополучными европейскими странами, зарплаты здесь не очень высокие. Возможно, поэтому мужчин-мигрантов среди кыргызстанцев здесь практически нет. Для мужчин работы тут нет, если только не строительство. Без необходимых документов на севере на работу не берут. Здесь мужчины сами работают, не дают другим работать. Их женщины сидят дома, а мужчины работают. Может, для мужчин работы нет, или, может быть, наши женщины сильнее и терпеливее. Были мужчины, которые пытались тут устроиться, но у них не получалось. Просто наши кыргызские мужчины гордые. Большинство не выдерживают, считают, что лучше дома. Так же, как и Махаббат, эти женщины имеют высшее образование. Кто-то работал в Кыргызстане преподавателем в университете, кто-то был занят на госслужбе. Но приехав в Италию, почти все они начинали одинаково – с работы горничной или официантки. Когда мне из Бишкека позвонили, я прямо кричала и плакала. Как это так? Я такая вся умная и образованная, хожу к кому-то убираться. Еще сложнее, когда ты не знаешь языка. Он мне что-то говорит, а я на него смотрю, как баран на новые ворота. Оказывается, ему просто надо было тапочки подать. Это очень тяжело морально. Сколько ночей я проплакала. А потом, когда тебя спрашивают, умею ли я гладить, это вообще унижение. Многие их знакомые, которые тоже приехали в Европу за лучшей жизнью, не выдержали и уехали. И таких историй тут много у каждого мигранта. Поэтому те, кто вытерпел все и остался здесь, теперь стараются держаться вместе. Тюпек Бегалиева, Элиза Кененбаева. Для настоящего времени.